Сохранение грунтовых автомобильных дорог в Коми возможно при транспортировке древесины по рекам. Об этом заявил глава Коми Владимир Уйба после обращения к нему Общественного совета Усть-Куломского района. Жители подняли проблему с маршрутом Нижний Воч Усть-Кулом. Единственную дорогу разрушают лесовозы. Люди не могут выехать из поселков, работа экстренных служб затруднена. Подобная ситуация складывается и в других муниципалитетах Коми. По словам руководителя региона, последние годы показали, что водители нагружают лесовозный транспорт сверх нормативов. К тому же не соблюдают сезонные ограничения, вводимые для большегрузов. При этом обязать нарушителей взять на себя ремонт убиваемых ими дорог с правовых позиций невозможно. Мне не только общественники Усть-Куломского района пишут, сигналы регулярно получают из всех наших лесных территорий. В период СССР не просто так был развит речной сплав древесины. Власти понимали, что строить и ремонтировать автодороги высоко затратно. Сегодня лесозаготовки в частных руках. В наших силах и полномочиях переключить бизнес на альтернативные формы транспортировки сырья. Владимир Уйба поручил правительству республики решить вопрос запрета перевозки леса в осенний и весенне-летний период автомобильным транспортом, а также подготовить изменения в региональное законодательство для использования при лесозаготовке речного сплава уже с 2022 года. Параллельно предложить лесному бизнесу в этом году обновить инфраструктуру причалов. Это сохранит дороги и поспособствует созданию новых рабочих мест.